строчки как нельзя лучше отражают настроение всех тех, кто сегодня выходит на сцену концертного зала Татарской государственной филармонии. В этот замечательный апрельский вечер предлагаем вам окунуться в мир русского романса. Почти 3 века насчитывает история этого музыкального жанра, и по сей день в России романс – один из самых любимых и популярных жанров музыки. Романсы Варламова, Гурилева, Алябьева, классические шедевры Михаила Глинки, Доргомышского, Чайковского и Рахманинова по-прежнему восхищают и покоряют сердца миллионов людей. Для Владимира Васильева русский романс – это особый мир, особое состояние души, это радость и откровение. Ведь когда-то молодой певец вышел впервые на профессиональную сцену, именно исполняя романс. И этот жанр во многом определил всю его дальнейшую творческую судьбу. Сегодня нашу программу открывает романс Михаила Глинки на стихи Николая Кукольника «Сомнение». На сцене солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, солист Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Волнения страсти, сосни безнадежное сердце. Я плачу, я стражду, душа утомилась в разлуке. Я стражду, я плачу, не выплакать горя в слезах. Напрасно надежда мне счастье гадает. Не верю обетам коварным. Разлука уносит любовь, как сон неотступный и грозный. Мне снится соперник счастливый, и тайна, и злобна, кипящая ревность пылает, и тайна, и злобна, не верю.
снова моя. Минует печальное время, мы снова обнимем друг друга, и страстно, и жарко забьется воскресшее сердце, и страстно, и жарко с устами сольются уста. XIX век – золотой век русской культуры. Именно тогда появляются первые образцы классического романса, создателем которого был Михаил Иванович Глинка. Для Глинки вокальная музыка постоянной была спутницей всей его жизни, начиная с юношеских опытов и заканчивая романсами зрелого периода. Кстати, не лишне напомнить, сам Михаил Иванович был замечательным вокалистом, певцом и талантливым педагогом, владеющим техникой вокального искусства. Все романсы композитора написаны на стихи поэтов-современников Александра Пушкина, Евгения Барахтынского, Василия Жуковского. Не так часто можно услышать в концертных программах исполнение баллады «Ночной смотр». Вероятно, потому что это единственный образец в творчестве Михаила Глинки монолога декламационного речитативного стиля, требующий от исполнителя, от певца не столько вокального, а сколько драматического прочтения. Баллада «Ночной смотр» написана авторами под впечатлением военных походов Наполеона Бонапарта. Музыка Михаила Глинки, слова Василия Жуковского. «Ночной смотр». Часов по ночам из гроба встает барабанщик, и ходит он взад и вперед, и бьет он проворно тревогу. И в темных гробах барабан могучую будет пехоту. Встают молодцы егеря, встают старики-гренадеры, встают из-под русских снегов, с роскошных полей италийских, встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. 12 часов по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба могучую конницу будет. Святые гусары встают
гусачи, кирасиры, и с севера, с юга летят, с востока и запада мчатся на легких воздушных конях. Один за другим эскадроны, 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. В 12 часов по ночам из гроба встает полководец, на нем сверх мундира сюртук, он с маленькой шляпой и шпагой, на старом коне боевом, он медленно едет по фронту, и маршалы едут за ним, и едут за ним адъютанты, и армия честь отдает. Становится он перед нею, и с музыкой мимо его становятся полки за полками. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. В 12 часов по ночам он маршала всех собирает, и на ухо ближнему сам он шепчет пароль свой и лозунг, и армии всей отдают они тот пароль и тот лозунг, и Франция тот их пароль, тот лозунг святая Елена. В 12 часов по ночам, подъемлясь из темного гроба, так старым солдатам своим является кесарь усопший. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. Дорогие друзья, прежде чем зазвучит следующий романс Михаила Ивановича Глинки, я позволю вам напомнить, что на сцене победитель 21-го международного конкурса вокалистов имени Михаила Глинки Владимир Васильев. Председателем жюри того конкурса была легендарная оперная певица, профессор Ирина Архипова. И именно из ее рук Владимир Васильев получал не только высшую награду конкурса, но и специальный приз – приз лучшему басу. Итак, в исполнении Владимира Васильева звучит романс Глинки на стихи Николая Кукольника «Станцы». Вот место тайного свидания, я здесь, красавица, давно гляжу, исполнено ожидание на разноцветное окно.
окно. Вот свет потух, стопой тревожный, она идет в немой тиши. Так трепетно, так осторожно спеши, красавица, спеши. Так трепетно, так осторожно спеши, красавица, спеши. Но в жаркий воздух южной ночи ты не гляди, он не придет. Твои тоскующие очи вот это тело призовет. Скорей еще друг милый дышит, еще кинжалом мой не обсо. Твой нежный друг еще услышит ему и мне отрадный вздох. Твой нежный друг еще услышит ему и мне отрадный вздох. Скорей же, дева, все готово, я буду скоро, как Божий гром. Одно язвительное слово, еще удар, и я отмщен. Еще удар, и я отмщен. Романс, который я хотел бы сейчас исполнить, называется «Попутная песня». Михаил Иванович Глинка. Я стажировался в Москве у Важи Николаевича Чачавы, и вот он был в свое время на конкурсе образцовый. Тогда приехал коренец и спел на конкурсе романс «Попутная песня». Так спел его искрометно, быстро. Произведение написано в темпе престо, ну а он, видимо, спел в престиссимо, в необычайно быстром темпе. Конечно, он занял почетное место, и Образцова Елена Васильевна, когда вручала ему диплом, сказала: вы знаете, вы замечательно исполнили этот романс, но в то время поезда так быстро не ездили. Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, и быстрее шибче воля, поезд мчится в чистом поле. Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, православно веселится наш народ. И быстрее шибче воля, поезд мчится в чистом поле. И быстрее шибче воля, поезд мчится в чистом поле. Поезд мчится в чистом поле, в чистом поле. Не тайная дума быстрее летит, и сердце мгновенья считая стучит. Коварные думы мелькают дорогой, и шепчешь невольно: о Боже, как долго! Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, и быстрее шибче воля, поезд мчится в чистом поле. Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, православно веселится наш народ. И быстрее шибче воля, поезд мчится в чистом поле. И быстрее шибче воля, поезд мчится в чистом поле. Поезд мчится в чистом поле, в чистом поле. Не воздух, не зелень страдать манят, там ясные очи так ярко горят, так полны блаженства минуты свидания, так сладки надежда часы расставания. Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, и быстрее шибче воля, поезд мчится в чистом поле. Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ,
православный веселится наш народ. И быстрейшим, чем воля, поезд мчится в чистом поле. И быстрейшим, чем воля, поезд мчится в чистом поле. Поезд мчится в чистом поле, в чистом поле. В 1840 году был написан цикл композитора на стихи Кукольника «Прощание с Петербургом». Создание этого цикла было связано с желанием композитора уехать из Петербурга, вырваться из той тяжелой обстановки, которая окружала его в те годы. Наверное, наиболее популярными из этого цикла стали две песни, два романса. Это попутная песня и совершенно прелестный романс, миниатюра «Жаворонок». Этот романс мы привыкли слушать в вокальном исполнении, но вот сегодня мы решили представить вам его инструментальный вариант, инструментальное прочтение. Итак, Глинка «Жаворонок». На сцене молодой, талантливый виолончелист, аспирант Казанской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов, артист Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Адель Закиров.
Адель Закиров. Сегодня концерт проходит в рамках, можно сказать, традиционного музыкального проекта «Владимир Васильев на филармонической сцене». Владимир всегда с удовольствием представляет публике своих друзей, а это в основном коллеги по творчеству. Одна из них – замечательная певица, солистка камерного оркестра «Провинция» Людмила Филиппова. Она одна из талантливых воспитанниц профессора Казанской консерватории, заслуженного деятеля искусств Татарстана Светланы Назибны Жигановой. Молодую певицу судьба привела в город Набережные Челны, город, где началась ее концертно-исполнительская деятельность. Сначала это был эстрадно-джазовый оркестр «Визит», затем успешное сотрудничество с камерным оркестром «Провинция» и дирижером Игорем Лерманом. Людмила Филиппова участвует и в органных концертах, выступая с известными органистами Рубином Абдулиным, Владиславом Муртазиным, Ладой Лобзиной. На сцену приглашается солистка камерного оркестра «Провинция» Людмила Филиппова, город Набережные Челны. Вновь звучит музыка Михаила Глинки, романс «Венецианская ночь». Русская поэзия и музыка всегда шла под знаком любви. Когда-то любвеобильный Александр Сергеевич Пушкин блистательной красавице Анне Петровне Керн посвятил знаменитое стихотворение, которое благодаря гению Михаила Ивановича Глинки стало украшением русской вокальной музыки. Романс «Я помню чудное мгновение» был написан в 1840 году, в пушкинский период жизни Глинки, когда композитором была написана и опера Руслана Людмила, и большинство пушкинских романсов, в числе которых «Я помню чудное мгновение» и еще один романс, еще одно страстное признание любви, написанное в жанре испанского болеро «Я здесь, Инезилья». Поет Людмила Филиппова.
Из плеяды замечательных русских композиторов первой половины XIX века, стоявших у истоков русского городского романса, мы сегодня вспоминаем композитора Александра Гурилева. Его обаятельные, слегка сентиментальные романсы отличаются особым народным колоритом и близостью к народным истокам. Александр Гурилев всегда интересовался русским фольклором. Он даже издал целый сборник русских народных песен. Вообще он с юношеских лет играл в крепостном оркестре под руководством своего отца Льва Гурилева, крепостного музыканта и дирижера, служившего графу Орлову, известному меценату и любителю музыки. Уже после смерти графа Орлова крепостные музыканты получили вольную, и Александр Гурилев приезжает в Москву и посвящает себя творчеству, сочинению романсов. Звучит музыка Александра Гурилева. Романс «Право маменьке скажу» исполняет Людмила Филиппова. Что такое это значит? Как одна я с ним сижу, все тоскует, он и плачет. Право маменьке скажу, я одна ему забота, но в душе моей не живет. А глаза мои за что-то он кинжалами зовет, он кинжалами зовет. Вещь резвая, непослушна, ни на миг не посижу, право мне уж это скучно. Право маменьке скажу, под окном моим все бродит, сам собою говорит. Как одна он глаз не сводит, а при людях не глядит, а при людях не глядит. Но подчас, как с ним бываю, и сама я вся дрожу, и смущаюсь, и пылаю. Право маменьке скажу, пусть она уж нас рассудит, по душою погляжу. Что-то с ним, бедняжкой, будет. Нет, уж лучше не скажу. Нет, уж лучше не скажу. Людмила Филиппова. Однозвучно гремит колокольчик. Этот романс, известный романс Александра Гурилева, вы сейчас будете слушать в скрипичной интерпретации. И на сцене преподаватель Казанской консерватории имени Назиба Жиганова, лауреат всероссийских конкурсов скрипачей имени Гнесиных в Москве, имени Сабитова в Уфе и обладательница специального приза имени Халиды Ахтямовой Всероссийского конкурса скрипачей в Казани Анна Мишарина. Thank
Анна Мишарина. Дорогие друзья, безусловно, концертмейстер для солиста играет очень важную, очень значимую роль. И история музыкального искусства знает немало примеров долгого и успешного сотрудничества выдающихся артистов и концертмейстеров. Вообще концертмейстерское искусство требует тонкости, чуткости, художественного вкуса и настоящего мастерства. Так вот, я рада вам представить, наконец-то, концертмейстера, который сегодня весь вечер за роялем. Это замечательный пианист, дипломант международных конкурсов «Романсиада» и «Белая акация» Максим Муллин. А мы с вами продолжаем слушать романсы Александра Гурилева. Стихи Сельского «Улетела пташечка». И вновь для вас поет заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Улетела пташечка в дальние края, унеслась молодость ясная моя. Воротися, пташечка, в мой зеленый сад, а ты не воротишься, молодость, назад, а ты не воротишься, молодость, назад. Сладко, громко пташечка станет распевать, а я, добрый молодец, буду горевать. Не лети же, пташечка, в мой зеленый сад, воротися, молодость, лучше ты назад. Воротися, молодость, лучше ты назад. Дорогие друзья, всегда рядом с Владимиром Васильевым его поддерживает и вдохновляет любимый, уважаемый педагог, заслуженный артист России, народный артист Татарстана, солист Государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, профессор Казанской государственной консерватории Юрий Владимирович Борисенко. И сегодня он рядом со своим учеником находится в зале. Юрий Владимирович, зрители вас приветствуют. И вновь для вас звучит романс Александра Гурилева «Песнь ямщика». Опять не видать прежней красной доли, я душой сам не свой, сохну, как в неволе. Обивал я удал сухарскою троекой, понесусь да зальюсь песенкою бойкой. Не кнутом поведем, только рукавицей, и
дням по холмам мчат лошадки птицей, ни слезой, ни с тоской молодец не зналася, попевал да гулял, вот и догулялся. Уж дугу не смогу перегнуть как надо, вот же врозь, ну хоть брось, какая досада. Ночью днем об одном тяжко помышляю, все по ней, по моей лапушке страдаю. Все по ней, по моей лапушке страдаю. Юрий Владимирович сегодня в зале, в очередной раз рядом со мной. Я приглашаю вас 3 мая в Набережные Челны, где состоится наш с ним концерт в сопровождении Оркестра народных инструментов Республики Татарстан под управлением Анатолия Шутикова. А сегодня я бы хотел сделать и вам подарок, а может быть самое главное себе. Сегодня я хотел бы спеть со своим еще одним педагогом. Раскрою секрет, она была сегодня уже на сцене. Это Людмила Филиппова. Мало того, что мне повезло, что это красивая женщина, обаятельный человек, всегда рядом, она замечательная певица, и в свое время она мне дала путевку в жизнь, подготовила к поступлению в Казанскую государственную консерваторию. И вот сегодня сбывается моя мечта спеть с ней вместе на этой сцене. Изменившегося на
моей земной, не заводи о прежнем слово, и друг заботливый в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпление, забудь бывалые мечты. В душе моей одно волнение, а не любовь пробудешь ты. В душе моей одно волнение, а не любовь пробудешь ты. Людмила Филиппова, Владимир Васильев. Thank
Чарующие звуки, мелодии Петра Ильича Чайковского открыли второе отделение концертной программы, посвященной классическому романсу. На нашем музыкальном календаре вторая половина XIX века и выдающиеся имена музыкальной России Петр Чайковский и Александр Бородин, богатырь русской музыки, создатель богатырской симфонии, оперы «Князь Игорь». Камерно-вокальная музыка Бородина остается, казалось бы, в тени его других музыкальных шедевров и незаслуженно обделены вниманием современных исполнителей романса Александра Бородина. Однако они очень яркие, колоритные, в них чувствуется аромат русской песни и слышатся народные интонации. Александр Бородин «Разлюбила красная девица». Романс исполняет заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Владимир Васильев. Партию виолончели исполняет Адель Закиров, за роялем Максим Муллин. Разлюбила красная девица мои кудри глаза ясные. Разлюбила ненаглядная мои песни речи красные. Затуманились все радости, будто цветики завянули, ласки нежные, небесные, словно камнем в воду канули. Что ж мне делать?
Гений русской музыки Петр Ильич Чайковский создает шедевры практически во всех музыкальных жанрах, будь то опера или балет, концерт или симфония. И, наконец, романсы композитора стали одним из лучших достижений русской вокальной музыки. Искренние, трогательные, проникновенные романсы Чайковского, идущие от сердца к сердцу. Об этом говорит и сам композитор в одном из писем. Не мне, конечно, определять достоинство моих писаний, но могу, положа руку на сердце, сказать, что все они прочувствованы и пережиты мною, исходят из души моей. При создании своих вокальных сочинений композитор обращается к творчеству разных поэтов. Пушкин, Апухтин, Фет, Плещеев, Радгаус, Сологуб. И значительная часть романсов композитора стали воплощением прекрасной поэзии Алексея Толстого. Один из них – романс «Благословляю вас, леса». Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную сумму, и степь от краю и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку покоя нищий я иду. И в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Ой, если б мог всю жизнь замешать я, всю душу вместе с вами слить. Ой, если б мог в мои объятия я вас, враги, друзья, и братья, и всю природу, и всю природу в мои объятия
Владимир Васильев. В исполнении Владимира Васильева прозвучит романс Петра Ильича Чайковского на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Соловей». Соловей мой, соловейка, птица малая лесная. У тебя, малой птицы, незаменные три песни. Как уж первая забота рано молодца женили. А вторая-то забота ворон конь мой притомился. Как уж третья-то забота красную девицу со мною разлучили злые люди. Выкопайте мне могилу в поле в головах мне посадите алые цветики, цветочки. А в ногах мне проведите чистую воду ключевую. Пройдут мимо красные девки, так сплетут себе веночки. Пройдут мимо старые люди, так воды себе зачерпнут.
А сейчас, дорогие друзья, для вас прозвучит знаменитый шедевр, созданный ровно 100 лет тому назад. Первоначально вокалист Сергея Рахманинова был написан для голоса и фортепиано, но необыкновенная красота рахманиновского мелодизма, рахманиновской кантилены стали поводом для того, чтобы сделать переложение для сольных инструментов и даже для симфонического оркестра. Вокалист Сергея Рахманинова исполняет Анна Мишарина.
Анна Мишарина, Максим Муллин. Ну а сейчас, дорогие друзья, романсы Петра Ильича Чайковского вам представляет Людмила Филиппова. «Я ли в поле, да не травушка была».
Людмила Филиппова. Однажды на одном из светских балов поэт Алексей Толстой встретил прекрасную женщину, которая поразила воображение поэта. Эта случайная встреча стала импульсом к созданию знаменитого стихотворения «Средь шумного бала». Медленное кружение вальса, легкая грусть музыки Чайковского поражает нас с первых же минут. «Средь шумного бала». Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твоей покрывала черты. И лишь очи печально глядели, а голос так нежно звучал, как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. Мне стал твой понравился тонкий, мне весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Романсы Сергея Рахманинова, а их около 80, отражают щедрое мелодическое дарование композитора, ведь именно мелодию Сергей Рахманинов провозгласил знаменем своего творчества. Вошедший в золотой фонд русской вокальной музыки изысканный восточный романс композитора, воплощающий стихотворение Александра Пушкина, относится к наиболее ранним сочинениям Рахманинова. Но, тем не менее, этот романс требует от вокалиста высочайшего исполнительского мастерства. «Не пой, красавица, при мне».
В исполнении Людмилы Филипповой звучит романс Георгия Васильевича Свиридова «Березка». Почти полвека назад вышел на экраны фильм, который повествует о драматической истории, рассказанной когда-то Александром Пушкиным. Музыку к фильму «Метель» написал Георгий Васильевич Свиридов. Настоящий мастер, продолжатель славных традиций русских музыкальных классиков, композитор, воспевающий красоту родной земли, родной природы. Большая часть творчества Георгия Свиридова – это музыка, связанная с поэтическим словом. Романсы, песни, хоровая музыка, концерты хоровые, поэмы, кантаты. Ну и в основном творчество Свиридова вдохновляли пушкинские образы, пушкинская поэзия. Ну, как, например, хоровой концерт «Пушкинский венок», его романсы, написанные на стихи великого классика. В завершении нашей программы романсы Георгия Свиридова, но сначала всем известный романс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Солистка Анна Мишарина.
Анна Мишарина, Максим Муллин. — 2004 год. Впервые молодой певец, студент Казанской консерватории Володя Васильев выезжает за пределы Татарстана на всероссийский конкурс вокалистов имени Георгия Васильевича Свиридова. Председателем жюри была Ирина Архипова. И желанная музыкальная победа в жизни молодого артиста, третья премия конкурса и специальный приз за лучшее исполнение произведений композиторов XX века. На сцене лауреат Всероссийского конкурса вокалистов имени Георгия Свиридова Владимир Васильев. Необычно, когда артист выходит оттуда с цветами, правда? Моя мама, которой я хотел бы подарить эти цветы, сейчас в Набережных Челнах, но в этом зале есть мой отец, которого я хотел бы сказать ему слова благодарности. О, настоящий артист. Спасибо. На самом деле для меня, как и для любого артиста, это была мечта. Мечта выйти на сцену и поблагодарить именно отсюда своих родителей. И еще в этом зале, мы его уже объявляли, еще один есть. Мой отец, это отец вокальный, это Юрий Владимирович. К нему я подойду сам. Хожу, брожу понурый
хмурый один в своей норе. Придет шарманщик хмурый, заплачет на дворе о той свободной доле, что мне не суждена, о том, что ветер в поле и на дворе весна. Мне какое дело, прошу один забыт, и свечка догорела, и маятник стучит. Одна надежда, вон там ее окне, светла ее одежда, она придет ко мне. Лицо мое белее, чем белая стена. Опять робею, когда придет она. Зачем она приходит со мною говорить? Зачем в иглу проводит веселенькую нить? Зачем она роняет веселые слова? Зачем лицо склоняет и прячет кружева? Ведь нечего бояться и нечего терять. Но надо ли сказаться, но можно ли сказать? И что ей молвить нежно, что сердце расцвело, что ветер веет снежный, что в комнате светло. И в заключение я хотел бы спеть вам любимый романс моей жены. Но прежде я хотел бы поблагодарить вас за то, что в этот теплый, весенний, снежный вечер вы пришли на этот концерт. На самом деле, когда я задумывал этот вечер русского романса, я не думал, что он для восприятия может быть для зрителей такой тяжелый. Мы отвыкли от привычного для нас классического романса. В нас давно другие ритмы, в нас давно суета. И вот так, чтобы на несколько минут остановиться и послушать, а с чего все начиналось, я надеюсь, вам было не так тяжело. В заключение концерта я бы хотел украсть, может быть, неожиданно для вас, слова Филиппа Киркорова, которые я очень близко для себя воспринял. Он на своем концерте сказал так: «Может быть, я не самый лучший актер, может быть, я не самый лучший певец, но, наверное, во мне есть что-то такое, за что вы меня любите. Спасибо вам за это». Украл чужие слова, так приятно.
Ты проходишь без улыбки, опустившая ресницы, и во мраке над собором золотятся купола. Как лицо твое похоже на вечерних Богородиц, опускающих ресницы, пропадающих во мгле. Но с тобой идет кудрявый, кроткий мальчик в белой шапке. Ты ведешь его за ручку, не даешь ему упасть. Я стою в тени портала, там, где дует резкий ветер, застилающий слезами напряженные глаза. Я хочу внезапно выйти и воскликнуть Богоматерь. Для чего в мой черный город ты младенца привела? Но язык бессилен крикнуть. Ты проходишь, за тобою над священными следами почивает синий мрак. И смотрю я, вспоминая, как опущены ресницы, как твой мальчик в белой шапке улыбнулся на тебя. Заслуженный артист Татарстана Владимир Васильев. Я бы хотел пригласить на сцену еще раз всех тех моих друзей, которые, надеюсь, подарили вам этот прекрасный вечер. Это, конечно же, Максим Мулин, концертмейстер, солистка камерного оркестра «Провинция» Людмила Филиппова. Лауреат международных конкурсов скрипка Анна Мишарина. Лауреат международных конкурсов виолончель Адель Закиров. И наша очаровательная ведущая, заслуженный артист Республики Татарстан Лилия Пакова.
солист Татарской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев.